Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Представьте, школьник создает устройство, которое может изменить жизнь в его поселке или разрабатывает алгоритм, способный предсказывать природные явления. Конференция «Шаг в будущее» – это пространство, где детское «почему» превращается в серьезные исследования, а школьная лаборатория – в площадку для технологических прорывов. 30-я уже по счету конференция вновь доказала, что в Якутии растут талантливые исследователи, готовые менять мир. И с моими сегодняшними гостями поговорим о трендах в молодежной науке, о самых неожиданных идеях и о том, как же школа становится стартовой площадкой для больших открытий. Артем, Михаил Михайлович, здравствуйте. Давайте, Михаил Михайлович, первый вопрос, наверное, к вам. Давайте вспомним, 30 лет конференции, она юбилейная же, да, получается? Да. Вот как все начиналось 10 лет назад? Ну, я помню, фонд Барагары через университет попросил, чтобы в МГТУ имени Баумана поехал представитель, который работает с молодежью. Я работал тогда в университете Якутском государственном и возглавлял отдел молодежной науки, студенческой науки. Ну и, соответственно, сказали, ну вот, езжай, посмотри, что там интересно. И это было примерно перед мартовскими праздниками, и фонд Барагары оплатил проезд до Москвы, обратно, и там размещение. И мне удалось попасть на... Еще была как бы поездка, связанная с этой встречей с президентом Российской Федерации. Да, параллельно одного человека я туда отвез, это Максим Неймохов, а у меня главная задача была МГТУ имени Бауна. Я пришел, и мне тут начали рассказывать, что вот начинается такая программа, она уже идет, Якутия не участвует. Типа мы отправляли письма, но никто не реагировал. Ну и вот отреагировал фонд Барагары, Михаил Ефимович Николаев был тогда председатель и наблюдательного совета фонда Барагары и был президентом республики. Соответственно, было такое поручение, но я понял, что главная задача у этой программы, движения, они ее так назвали, это была негосударственная общественная организация в то время уже, и они начали активно развивать по стране и создавать такие центры, в которых проводились конференции отборочного плана для участия в московской конференции. И все было заточено под технику, бизнес, связанный с промышленностью и так далее. То есть больше их подход. Ну, и я стал немножко спрашивать, а можно ли расширить, потому что у нас специфика, много этнографических, гуманитарных аспектов, у нас языковые. Сказали, ну, можете, ну, в принципе, они в нашу конференцию не вписываются. Ну, пообщался, очень такие пассионарные люди, я считаю, Карпов Александр Олегович, в частности, он до сих пор возглавляет этот совет, 35 лет уже, как это все проходит. Мы чуть попозже подключились. Ну, они по-хорошему, наверное, года два только концепции писали, раскочегарились, но ведут свою историю с 35 лет. В этом году нам 30. Потом я вернулся, фонд Барагары, Сидорова Елизавета Алексеевна, она, значит, спрашивает, как дела, что, как. Ну, я рассказал, что это очень полезная, нужная система, но нужно охватить всю республику. Сложновато, ну, и на некоторое время как-то, ну, у них дела, у меня в университете, там еще была защита между ними. Ну, и осенью Елизавета вызывает, говорит, ну, ты что ж ничего не сделал, как так можно, давай. Полгода прошло. Да, полгода прошло, ты что, там, отдыхаешь, что ли? Ну и, соответственно... Зря, что ли, поездку оплачивали? Да, зря в Москву съездил, что ли. Дает мне распоряжение, правление, совет и Ларионов Владимир Петрович, председатель совета. Ну, я думаю, ну, наверное, знает человек. Пришел к Владимиру Петровичу, первый раз с ним познакомился тогда. Он говорит, интересная ситуация, мне никто не звонил, никто не говорил. Ну, а с другой стороны, ну, Владимир Петрович, первый академик из Народного Саха, мог бы там обидеться, еще что-то. Ничего подобного. Он говорит, это что такое, расскажи. Я рассказал. Он видит, что... Ну, дело нужное, дело важное. нужное. Главное, МВТУ имени Бауна. Он выпускник МВТУ имени Бауна. Вообще он внесен в галерею выдающихся выпускников МВТУ. Представляете, там Королев, Туполев и наш Владимир Петрович Ларионов. После этого, конечно, через много лет. Ну, говорит, ну что, будем работать? И мне вот что поразило, он сказал, ну, говори, что надо делать. Я такой молодой, мне 29 лет, только кандидатскую защитил.
И Владимир Петрович такой, легенда. Что надо Заслуженный, делать? да. Короче, управляй мной, и я помогу. Мне, конечно, шок такой. Я вышел, говорю, ну надо работать. И ну, в ЕНЦ в то время была очень хорошая обстановка. Он в институты звал, президиум собирал и так далее. Университетский там состав был очень хороший тоже. Петров Егор Григорьевич и многие другие. Ну и поддерживал, весь университет поддерживал, конечно, в этом плане. Ну и вот так все завертелось. Первый год было 4 секции. Вот у меня в голове сидит 114 человек. Мы историю не пишем, мы ее делаем. Я иногда так смеюсь. И вот эти 114 мы были в институтах. В физтехе были, были в космофизике, были в биологии, ну вот таких институтов. Ну, маленький объем. И начали работать. Первый год мы отбирали по работам. Прислали, почитали, сказали, вот эти хорошие, это рефераты. Ну, рефераты подождут, это не исследования. То есть мы планку подняли. Кому-то отказали, кому-то взяли. На следующий год больше, больше. А в этом году сколько? И самое главное, мы перестали вмещаться в актовых залах институтов РАН. И Петров Егорович говорит, все, Миша, переезжаем в КФЕН. Тогда был построен КФЕН. Большой корпус. Большой корпус, атриум, этажи, и там начали вешать стенды. В этом году 1567 в разных форматах. Где-то очно, где-то дистант. Ну, в 10 раз, по сути, даже больше, чем 10 раз. И причем, знаете, мы, в принципе, можем и больше пригласить и сделать. Но триумф, который мы сейчас уже перепошли из КФЕНа, Уже не вмещает. уже не вмещает. В реальности там уже мало места, и остается, ну, если дальше делать, плюс он же у нас такой же спортивный такой, по краям поднимается. То есть там эти не поставишь макеты. Поэтому 1600 – это предел, емкость. И мы вынуждены квотировать по регионам. А с другой стороны, получилось, что квота – это конкурс. Ну, не можем мы взять больше там, или улусы не могут привести больше. Ну, внутренний конкурс, деньги, да. как бы А это первый повышает этап отбора. отбор качества. И работы стали расти по качеству. Внутри качества они сами решают. Поэтому сейчас это стало в виде того, что мы очень хорошо отбираем, с муниципалами работаем и делаем отбор здесь у нас. А 144 направления, это же все вообще все. 44. Ну, 44 направления, это же... Но это все. Вот это вот все на то, что МГТУ нам разрешил, мы же взяли и языки, и педагогику. До сих пор их нету в МГТУ. А они самые первые были, да? Они у нас были сразу. Мы не стали делить, вот вы шаги подходите, а вы так себе. Мы начали искать конференции, в которых можно было их разместить. И мы получились, как я иногда смеюсь, МФЦ в области научного творчества. Одно место зашли, сразу определились, и мы больше 10 конференций рекомендуем. Многие конференции напрямую наши берут рекомендации. Некоторые проводят дополнительные отборы. Ну, вот Москва тоже отборы проводит. Мы вот отобрали какое-то количество. Нет гарантии, что их там всех возьмут. Всегда надо доказывать, что лучше, лучше, лучше. А какие направления самые популярные оказались? Ну, вот вообще мы по заявкам, когда-то если радовались, судить. что физико-техническое направление росло, но все равно при всем при этом история у нас самая крупная секция. Мы ее, думаем, уже надо еще дифференцировать каждый раз на какие-то... История – это Почти история 80 Якутии? это. Нет, история в широком смысле. Это может быть и исторические науки, потом у нас этнографические... Археология туда же, да? Археология, этнография, даже открыли секцию генеалогические исследования, то есть родословные. Это тоже история, но она такая специфическая. Поэтому исторический блок, он очень мощный, и учителя истории, и исследовательские институты, и университеты, они в этом плане консультируют, помогают. Работа с архивами, собственно, материалом, который прямо на месте. Порой они находят то, что ученым надо еще доехать, посмотреть, а они все собирают. Поэтому у нас все-таки республика, значит, гуманитарная, но на шаг будущий он просит отправлять технически. Мы отправляем технически. Есть другие конференции, они просят немножко другое, естественный блок больше. Мы тоже туда отправляем. Например, в Казани есть секции, связанные с татарским языком, тюркские, да, языки. Мы туда отправляем наши языки, да, на работу. То есть все они по чуть-чуть где-то и размещаются.
Мы подобрали больше 10 конференций: Москва, Санкт-Петербург и другие, Казань. Ну и, соответственно, там везде кто-то, да, отметится. Поэтому мы стараемся отправлять больше. К тому же это сейчас стало индикатором результативности работы глав субъектов России. И у нас 1200 с чем-то записей в базе данных талантливых детей. То есть это очень большая цифра. Мы, помимо «Шаг в будущее», мы где-то 300 с чем-то отбираем на перечневые конференции. За пределами у нас у самих 400 с чем-то заносится в базу перечневых. Мы отправляем за пределами. Там они тоже получают такие же записи и тоже вносятся в перечень. Это в дальнейшем из этой базы уже дети на стипендии могут президента Российской Федерации претендовать, могут пойти в лагеря отдыха и так далее. Хорошо, Михаил Целая Михайлович, система. я хочу теперь у Артема спросить. Расскажите, пожалуйста, как начиналось вообще, в каком классе, с какого исследования? Я пришел в науку в 6 классе, если я правильно помню. Как раз-таки эти годы выпали у нас на карантин, и я застал «Шаг в будущее» только дистанционный в своем начале пути. То есть я пришел в кванториум, то есть я выпускник физико-технического лицея, и у нас работает один из самых, наверное, уникальных преподавателей, с которым я был знаком, это Романов Юрий Николаевич, который как раз-таки привел меня в космонавтику, привел всю нашу команду, то есть всю команду создателей аппарата Чулбон, который сейчас летает первый якутский спутник, был создан выпускниками физико-технического лицея. И... То есть школьники создали спутник, Да, который сейчас на орбите? Буквально. Да, буквально школьники создали спутник, который сейчас летает на орбите и будет выполнять множество разных задач для нашей республики. И вот Юрий Николаевич привел как раз-таки нас всех в это направление, привел нас в кванториум города Якутска, на базе которого мы начали свой путь в космонавтику. А он учитель физики? Он учитель информатики и преподаватель в кванториуме. Вот. То есть вообще на самом деле в кванториуме был открыт космоквантум во многом благодаря его инициативе. То есть космоквантумов по стране не так много. Их можно по пальцам буквально 2 рук сосчитать на всю Россию, сколько космоквантумов есть. И вот один из них находится у нас в республике. И Юрий Николаевич действительно очень много сделал для нас всех. Ну, конечно, он идеологический наставник. И он горел идеей этого и поддерживал нас всегда. И вот в 6 классе у меня исследования были, конечно, маленькие, смешные иногда, но с началом работы... Ну, вот тему первого исследования помнишь? Там было что-то вроде 3D-модели Кубсата, то есть вот здесь представлен Кубсат, это макет того, что летает на орбите, и он выполняет именно, ну, просто показывает, как это выглядит. И там была разработка 3D-модели, то есть что-то вроде совсем банальное, никакой научной составляющей, ничего, просто такая легкая работа маленькая. Но потом уже началось развитие, то есть мы уже, 15 лет, получается, участвуем в чемпионате, который проводит МГУ, называется «Воздушная инженерная школа», и Юрий Николаевич был награжден за то, что он буквально с первого чемпионата возит ребят. И у нас такая преемственность получилась, то есть ВИШ, воздушная инженерная школа, это соревнования по запуску как раз-таки таких спутников. И на базе кванториума мы учились, развивались, и работы становились все сложнее, все более комплексные. То есть к 10 классу у меня работа уже была по численному моделированию энергопотребления Комсата. То есть там уже элементы высшей математики затрагиваются, элементы электроники. То есть получилась очень объемная статья, с которой я полмира объездил и получил достаточно много разных наград. И это показывает, то есть вот этот путь, который мы можем проделать как школьники, как студенты, к целям своим, которые нас интересуют в развитии именно научного направления. То есть вот Малая академия наук очень много дает, и кванториум города Якутска позволяет буквально начать с простейшего и перейти к запуску настоящего аппарата на орбиту. Ну вот он выглядит примерно так, да? Да, то есть это получается демонстрационный макет аппарата. Это форм-фактор, называется CubeSat, то есть Cube Satellite, который позволяет унифицировать стандарт и разработать, ну, то есть существует система запуска этих аппаратов на орбиту, используются специальные кейсы для них, которые выстреливают их, то есть ракета-носитель раскрывается и аппараты выстреливаются. И также такие аппараты запускали с МКС. Например, первый спутник Сириуса, который был запущен, SiriusSat, его космонавт буквально бросил рукой из МКС. Вот.
То есть, подождите, он такого же размера, что ли? Да, наш аппарат буквально такого же размера. То есть это получается конструкция 10 на 10 на 10 сантиметров, ограниченная по массе до 1,5 килограмма. Он такой маленький. Да, он крохотный совсем, но очень проворный, я бы Будете сказал. работать 3 года. Какие, Да. какие задачи он решает? Мы, как представители образовательной организации, конечно, целились на то, чтобы позволить школьникам республики тоже поработать над этим. И наш аппарат выполняет в первую очередь именно образовательную идею развивает. На нем расположено 12 микроконтроллеров, с помощью которых ребята могут опрашивать различные датчики, которые там находятся, то есть получить данные о давлении, ускорении, положении в пространстве, световые датчики для того, чтобы узнать координацию, как аппарат вращается или он стабилен. Также расположен наш разработанный детектор радиации на нем, благодаря которому можно исследовать, то есть, космическое пространство на наличие частиц. И это все именно под эгидой образовательного направления. Школьники, участвующие в сменах в Малой академии наук или просто интересующиеся космосом, могут обратиться к нам для того, чтобы загрузить свою программу на борт и получить какие-то свои данные, которые их интересуют. А он такой маленький, как его там в космосе не сжало, не размотало? На самом деле аппарат и меньше запускали на орбиту. То есть очень интересный концепт был наносат. Это аппараты, которые в 4 раза меньше. То есть они 5 на 5 на 5 сантиметров. И поэтому вообще даже это не предел. То есть у спутников размер заключается только в ваших потребностях. Например, нам объема такого хватило. Вообще преимущество формата CubeSat в том, что их можно увеличивать. Например, существуют 2-юнитовые кубсаты, то есть это 2 таких кубика. Существуют 3-юнитовые кубсаты, это 3 таких кубика. Например, я в 2023 году ездил в Сириус и участвовал в конкурсе «Большие вызовы», в рамках которого работал над аппаратом «Скорпион». Например, в нем 12 юнитов. То есть он уже в разы больше и получает намного больше полезных данных. Который, кстати, как раз с нашим аппаратом вместе улетел на орбиту 28 декабря прошлого года, 25-го. А он с космодрома Восточный ведь запускался, да? Аппарат улетел с Восточного как побочная нагрузка к аппаратам АСТМ. То есть это метеоспутники, которые будут получать данные о погоде. И за счет того, что остается свободное пространство в обтекателе ракеты, туда запихивают наши маленькие аппараты. Да, они являются побочной нагрузкой, получается, к большим научным аппаратам, которые запускают разные организации и страны. А почему Чолбон? Да, школьники. Почему Чолбон? Вообще название мы выбирали достаточно долго, и нам показалось это очень символично, потому что Чолбон — это такое укоренившееся название наших команд как раз-таки в чемпионате ВИШ МГУ. То есть мы много лет участвуем с этим названием, нас уже хорошо знают в Институте ядерной физики, который как раз-таки проводит ВИШ. И поэтому решили, что будет достаточно символично и говоряще назвать аппарат Чолбон. И никого не смущает, что Чолбон — это утренняя звезда, по сути, Венера. Да. Поэтому достаточно символично получилось именно. А что было самое сложное на этапе проектирования, сборки? Вообще трудностей было достаточно много, но мы совсем справились. В первую очередь, наверное, даже продумать идею того, что вы хотите получать с орбиты, не всегда достаточно простая задача. Потому что запустить аппарат именно в практическом смысле, то есть положить что-то в ракету, чтобы оно вылетело на орбиту, это не так сложно. А понять, как можно 3 года подряд получать какие-то новые данные и не исчерпать этот ресурс для того, чтобы это было интересно, для того, чтобы это можно было использовать регулярно и получать какие-то весомые данные, то есть которые нужны, это уже тяжело. И опять же на борту расположен детектор нашей разработки, который нам помогали разрабатывать тоже преподаватели из НИЯФ МГУ. То есть это детектор радиации, который работает на станцилляционном кристалле. То есть этот кристалл буквально светится, когда в него попадает частичка радиации. И мы это свечение фиксируем. И чем больше радиации, тем ярче он светится. Да, тем продолжительнее он светится, получается. И благодаря этому можно зафиксировать не только прилет частицы, как в счетчике Гейгера, например, а также и энергию, которой обладала эта частица. И калибровка, настройка, разработка — это все достаточно трудоемкие и наукоемкий процесс. То есть много знаний нужно иметь для того, чтобы это сделать. А сколько человек было в команде?
Нас 6, если учитывать только ребят, и 3, если учитывать еще преподавателей, наших наставников, которые были с нами на протяжении всего пути. То есть 9 человек, в принципе, работал над проектом. Михаил Михайлович, как вот вы считаете? Сейчас нужно добавить, что Кванториум, идея, которая состояла из 3 составляющих, там и муниципальные, и республиканские структуры, в том числе Малая академия наук Квантум, это было организовано. Юрий Николаевич, конечно, база, на которых мы опирались. Как вышло, я был куратором той части квантумов Кванториума. Но самое главное, Арсений Сергеевич в то время был мэр города Якутска. По сути, вот эти все ремонтные работы и так далее, это при мощной поддержке Арсения Сергеевича. Вот через сколько лет прошло, вот он тогда видел эту вещь, и он как физик, закончивший МГУ, вот эту идею поддерживал очень мощно, потому что все равно там определенные расходы идут и делают. Поэтому надо сказать, что нам повезло, что мы выиграли это квантумы космогео, это ГИС-технологии и беспилотники. Вот сейчас это все 3 самостоятельные практически секции, ну, кроме космо. Здесь нужно, может, они внутри заходят, и мы гордимся, то, что вот эти, в том числе по беспилотнике, вот наши компании, Это сейчас особенно да, востребовано. Саха-дроны и так далее, которые сейчас помогают СВО, там много ребят, которые вот проходили через этот квантум, в том числе преподаватели, которые там были в то время, они сейчас одни из тех, которые помогают нашим бойцам делать FTP-дроны, которые уже воюют и так далее. То есть мы гордимся, что вот воспитали патриотов, в том числе в этом плане. Ну и есть гражданская составляющая этих вещей, тоже есть секции, которыми мы занимаемся. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу как главе города Якутска, так и главе республики, который вот все это у нас вернул. Он 2 года приходит на наши конференции, и просто это тоже для народа очень важно, то, что идет поддержка. Ну, у нас и до этого приходили главы, тоже поддерживали, и зампреды приходили. То, что вот внимание такое большое, это очень, очень хорошо, потому что Москва считает, что у нас одна из самых мощных систем. Шаг будущий, вот в частности, на этот юбилей вот сделали такой нам подарок. И первый, и пока единственный золотой диплом программы «Шаг будущий», который был вручен регионам. У нас сейчас регионов почти под 70 с чем-то подходит, да, там различные форматы, головных немного. Мы один из них, и нас называют они флагманский головной координационный центр, потому что у нас внутри есть еще наши локальные. То есть в рамках России флагман, да? Да, считаемся? Ну, там их 3 или 4 флагмана. Мы не самые старейшие, там есть еще Иркутск, есть там Коми, тоже Кировск, они все тоже неплохие. В командном зачете мы там с ними боремся, где-то проигрываем, где-то выигрываем. Но за 30 лет мы, кажется, 8 или 9 кубков, таких разные достоинства взяли. Это неплохо, нас там ценят. Такой командный зачет. У нас тоже есть командный зачет. Мы в последнее время улусы радуются. У нас сейчас опять уникальный случай получился. 4 года подряд Черепчинский район в командном зачете среди крупных регионов он первый. Ну, у нас такая есть формула, делится на всех участников. Они приводят больше 70-80 участников, и у них держатся на уровне, это очень хорошо. Ну, неплохо в этом году и Кобяй, и Мегана Кангаласский показали, и Вена Ботентайдер в том числе. Потому что они дистанционно участвовали? Вот арктические, я слышала, что дистанционно. Некоторые приезжают, но кто-то может и дистанционно. Все зависит от бюджета, от поддержки, и даже зависит во многом от бабушек, дедушек. Потому что они очень часто, самые главные спонсоры — это бабушки и дедушки. Даже не мама и папа, а бабушки и Да, даже не мама и дедушки. папа, да, бабушки и дедушки. Потому что они настолько любят своих внуков и внучек, что я реально спрашиваю, кто спонсор. Бабушка, дедушка. Так называется. Если вернуться вот к этой конференции, которая только завершилась, какие главные итоги? Ну вот вы сказали, это 1600 участников, да, а победителей сколько? Призов, наград? Ну, вообще у нас по каждой секции практически есть лауреатство, дипломанты. Где-то 45% мы должны поощрить, потому что у нас конференция перечневая. Она входит в приказ Министерства просвещения, выходит большой список, и мы туда попадаем. Каждый раз попадать надо отчитаться, показать уровень экспертов, как все проходит, вложить все
ссылки. Ваша ссылка тоже попадет в отчет, что это происходит. Поэтому это большая оргработа, которую делает Малая академия наук. Надо сказать, что спасибо Министерству образования и науки, что это все в госзадании, это все поддерживается, потому что это огромная работа, которая, конечно, началась как общественная работа у нас. Ну вот Академия Ларионов, мы там, Никита говорил, Соломонов, это общественная работа. А постепенно это стало вот такой системой большой, где должна быть обязательно государственная поддержка. Фонд Баргары поддерживал, насколько мог. А сейчас уже министерство подхватило государственные Есть еще задания. ведь именные стипендии академиков Якутии, да? Именные стипендии, спасибо фонду Баргары, он у нас в программе остается. Вот 10 стипендий, они у нас самые известные люди республики: Михаил Ефимович Николаев, Евгения Саевна Михайлова, Антон Николаевич Алексеев, Крымский, Ларионов, Соломонов, Мунхалов, Савинов. Вот все эти люди, Хлебцов Петр Алексеевич, Чугунов, олицетворяют целые большие направления. И стипендии даются порой не самым выдающимся, а вот наиболее часто активно участвующим, за пределами, показавшим себя. Это стипендия одновременно и стимул для кого-то, каких-то направлений, что мы вас видим, мы вас знаем. Это именные стипендии, а вообще одно из самых важных вещей, что мы даем детям путевки в виде того, что наши дипломы — это уже дополнительные индивидуальные баллы к ЕГЭ. На 4 года, 9, 10, 11, если получил хоть раз, они заходят в базу, вот ту, о которой мы говорим, ГИР, да, и вузы набирают эти фамилии, индексы и выскакивают подтверждающие документы. Поэтому их довольно много. Это тоже большое подспорье, плюс поездки за пределы республики. В том числе многие вузы центральные, они охотно принимают дипломы тоже как индивидуальные баллы для поступления в вуз. Вам помогли эти баллы Да, в том конечно. поступлении? У меня достаточно большой опыт участия в конференциях. Я получил хорошие баллы при поступлении, то есть 10 Мне баллов кажется, получил. ему хватило и так поступить, но все равно это тоже очень, очень важно иметь индивидуальность, потому что когда все обезличены по ЕГЭ только, то вот такие яркие звездочки, которые имеют что-то, сейчас вузы очень ценят таких, результативность таких детей. Потому что они подготовлены к высшему учебному заведению. Они знают, что такое цели, задачи, исследования, как анализировать, как выступать. Это большая школа, которая дает вот именно такие конференции. Не только «Шаг будущего», но и другие. Артем, вы сейчас студент, вы где учитесь? Да, На каком я учусь в направлении? Северо-Восточном федеральном университете на физико-техническом институте направление радиотехника. Как одно такое из самых близких, наверное, к космическому профилю, потому что без радиопередачи вообще, в принципе, невозможно и бесполезно, наверное, запускать аппараты. Еще надо сказать, что Арсений Сергеевич, когда проходила, вот была речь, он сказал: Антон Николаевич, к ректору обращается, я вот поговорил с ребятами, большинство хотят поступать в Северо-Восточный федеральный университет, верят в наш университет. И я потом подхожу: Антон Николаевич, лучшей рекламы вам и не надо. Уже профориентацию уже сделал Арсений Сергеевич. Вот в этом году такой вот ситуация. Плюс закрытие было в культурном центре СФУ, через долгий период. Просто все увидели, насколько вырос организационно и в этот КЦ. Поэтому большое спасибо нашему Северо-Восточному федеральному университету за то, что он тащит. Я иногда говорю, мы, если не на плечах, если не паразитируем, то мы находимся настолько под их опекой. Плюс, конечно, Рановские институты, это не только ЕАНЦ Сараны, это и Межлодка и так далее. Помогают немножко вузы. Технопарк Якутия подсоединился сейчас, корпорация развития Якутия. То есть там, где есть профессии, они хотят увидеть. Вот министр культуры был последний раз, Афанасий Ноев, он прошелся по секциям, которые по его профилю поинтересовался. И многие приходят. Ниргуна Афанасьевна вообще обошла на первом туре практически все работы по всем типам. Это очень тяжелая работа, на самом деле, обойти всех. Вот так мы развиваем детей, развиваем школы. Значит, командный зачет. Есть лучшие, определяем по рейтингу, у нас целая формула есть. Среди доп. Образований, среди точек роста, среди школ повышенного уровня. И тоже важно, они получают вроде маленькие такие статуэтки, но это уровень, престиж и независимая оценка. Потому что оценивают их ученые,
профессиональные, которые знают, что такое наука, и по всем отраслям. Знания А максимально. как продолжается работа вообще с авторами лучших проектов? И наверняка есть уже какие-то истории, когда из такого исследования выросла, ну, прям серьезная там диссертация. Ну, надо сказать, что за 30 лет, конечно, у нас есть и доктора, и кандидат наук, например. Я могу назвать первого из школьниц, это Чирикова Надежда Константиновна, первый доктор фармацевтических наук, она работает сейчас в Северо-Восточном федеральном университете. Потом вот руководитель департамента науки и технологий Северо-Восточного федерального университета Малышева Нина Васильевна Верхоянский из очень отдаленного села. Ну, а когда Доктор еще, наук она да, сейчас, если подсчитать, еще у нас была пара конференций среди студентов, то это Хлопков Василий Егорович, сейчас руководитель экономического блока в головном центре. Мы видим наших коллег, которые растут. В институте биологии, там Шемякин Евгений, отчество не знаю, Женя, короче, с пацанами. Потом есть руководители очень крупные, я уже в последнее время называю только двух. Это Перфилев Евгений, министр экологии, он занимался рыбами, если память изменяет. И Жирков Станислав, Национальный центр медицины имени Николаева, тоже занимался биологией, и медик стал, в конце концов. Но это только двух, а там, если перечислять, это список, и все обидятся, что меня не называл, того не называл. Ну, извиняюсь, в пиаре только тех, кто рядом, кого знаю хорошо. Артем, а вы хотите с наукой связать свою жизнь? Да, конечно. Я когда в науку пришел, понял, что, наверное, самое интересное для меня — это исследовать, заниматься разработкой методов исследования и инструментов исследования. И вообще, в принципе, я хочу связать свою жизнь с наукой и с космосом. А есть у вас какая-то космическая мечта? Что... У меня мечта сказать любому человеку на Земле, что он пользуется тем, к чему я причастен. То есть, например, мы с вами каждый день используем спутники GPS для того, чтобы отслеживать свое положение в пространстве. Или, например, телевещание даже у нас сейчас идет через спутники. Например, спутниковый интернет или интернет вещей, так называемый. Это система, которая позволяет пользоваться, например, дистанционным поливом, посевом. То есть огромное количество отраслей нашей жизни напрямую связано с космосом. И вот моя мечта, чтобы я мог любому человеку на Земле сказать, что он пользуется тем, к чему я причастен, то есть то, над чем я работал. Вот. Хорошая мечта, да? Хорошая У меня мечта. в таком возрасте такие мечты вообще не возникали. А какой совет вы бы дали юным исследователям, которые хотят добиться успеха там, на вот этих конференциях? Да, вот это приезжал проректор по науке, цифрового развития Московского технического университета имени Баумана, Дроговоз Павел Анатольевич, он сказал, мысль нам не понравилась. Вы каждый день должны бороться сами с собой, чтобы стать лучше. И практически примерно в этом стиле сказал Михаил Юрьевич Присяжный, который сказал, ребята, надо двигаться каждый раз выше, выше, выше. Поэтому, в принципе, хочется пожелать, чтобы этот процесс не останавливался. Нельзя оставаться в зоне комфорта и радостно там отдыхать. Потому что жизнь такая штука, а наука особенно, всегда нужно доказывать, что вот сделал что-то, в следующий раз выходишь, такой, ты же уже все это сделал, давай новое. И вот эта схема новая, 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 она подталкивает, делает прогресс. Ну, когда-то у нас вот этого ничего не было же. Все это же новое когда-то появилось. Поэтому, соответственно, мы должны к этому стремиться. И у нас в Якутии есть все для этих возможности. Москва вообще говорит, у вас, мы, когда видим карту, откуда приезжают дети, мы понимаем, что Якутия просто уникальна в этом плане. Потому что в других регионах, из столицы, из областных центров, из еще что-то, и все. Они правда так и говорят, чтобы куда-то люди издалека, когда им показываешь, сколько надо ехать, какие средства надо затратить, чтобы доехать до Москвы, они просто восхищаются. Мы единственный регион, которому разрешено работу сдавать в январе, потому что мы раньше не можем. В январе всю Россию уже закрыли, прием закончен. Для Якутии, Якутия исключение, да? По исключению, потому что они знают, и мы доказали, когда это в дороге, как он становится, они были в шоке, что, оказывается, у нас только в декабре что-то устанавливается более-менее стабильное. И я говорю, мы в декабре такой, а какая температура? Я говорю, минус 30-40. И у вас еще реки там, еще как-то. Я говорю, да, вот у нас такая мощная река Лена. Я когда им рассказывал, что Кобяй, вот эта ширина, когда там позволяет нет дороги,
по реке и нужно сложности, они говорят, да, мы понимаем, что вы живете в уникальном месте. Спасибо вам за интересную беседу. У нас время Спасибо вам. подошло к концу. Для меня вообще открытие, что спутник может быть до таких размеров. Надеюсь, что и зрители наши теперь узнали что-то о космосе. Еще первый единственный диплом Первый и единственный в диплом. Российской Федерации. Да, Российской Федерации. Вот, желаю вам успехов, вам, Артем, научной большое. карьеры, космоса, сбычивающих мечт и всем школьникам, всем студентам участия в конференциях. Да? На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.